Накануне вечером скоропостижно ушла из жизни прима якутской эстрады, заслуженная артистка республики Наталья Трапезникова. Певица вышла из дома в магазин, и по дороге у нее случился сердечный приступ. Наталья Спиридоновна Трапезникова была одной из первых профессиональных артистов, стоявшей у истока развития якутской эстрады. Эти белые края, вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я. Где бы ни была, Наталья Трапезникова всегда с огромной любовью вспоминала родные края. Ей было предрешено стать певицей. Она хорошо училась и была математиком, но судьбе было угодно видеть ее на сцене. Когда Наталье было 10 лет, отец повез ее в Хангаласский улус и показал захоронение прапрадеда великого шамана. Тогда стояла жара, но вдруг подул свежий ветерок, обвеял кругом и пропал. Тогда юная Наталья поняла, что это был знак одобрения. Как раз в тот момент она думала о карьере певицы. Вот как с 2 лет я себя вне сцены не представляла ни минуты. Моим кумиром были вот Русланова и Уланова. И я тоже танцевала много на кроватях, на диванах, значит, тоже импровизировала, могла тоже часами танцевать. И говорила, я вырасту и буду Улановой. Ну, я совсем маленькая была. И потом и петь всегда хотела петь. Наталья Трапезникова родилась в Якутске 10 ноября 1947 года. Отец занимал пост министра сельского хозяйства, мать была учительницей. После школы поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Позже заочно окончила ЕГУ историко-филологический факультет. Наталья Трапезникова, заслуженная артистка республики, солистка Государственного театра эстрады, награждена правительственными наградами, лауреат многих международных конкурсов исполнителей песен. Снег, снег, белый пушистый, снег, снег, чистый серебристый, падай, падай, землю радуй, наши города и села. Наталья Трапезникова, единственная из якутских артистов, давала сольные концерты на центральном телевидении. Выступала в Кремлевском дворце съездов, концертных залах имени Чайковского и «Россия», колонном зале Дома Союзов. Участвовала в передачах центрального телевидения. Выпущена пластинка «Гигант» на фирме «Мелодия» в 1947 году. Также 3 миньона, пластинка в журнале «Кругозор» и лазерный диск. Снялась в 3 полнометражных фильмах. Концерт лауреатов состоялся в зале Чайковского и транслировался, по-моему, даже транслировался, и потом несколько раз передавался на весь Советский Союз. Феномен этой певицы в силе ее голоса, в мощи и уникальности таланта и темперамента, в умении расположить к себе публику с самым разным художественным вкусом, писали о ней российские музыкальные критики. Очень прискорбно для всей нашей отрасли культуры, для всего якутского народа, поскольку, конечно, она была любимицей публики, и она долгое время была и оставалась брендом, нашим якутским брендом, который был известен далеко за ее пределами. Наталья Трапезникова в позапрошлом году отметила 65-летие со дня рождения и 45-летие творчества. Она признавалась, что быть певицей – это великое счастье. Последний концерт Натальи Трапезниковой назывался «Я над землею песнями летаю». И вот теперь самая яркая, эпатажная певица Якутии будет петь своим прекрасным голосом уже на небесах. Наталья Трапезникова вечно останется в нашей памяти как яркий образ, который дарил всем свет. Якутяночка, так с любовью называл ее народ Саха, ее, которая стала яркой, пленительной звездой эстрады Якутии.